Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Ежегодный фестиваль Амшен, организованный Советом армянской общины Абхазии, прошел в селе Пшап Кулрыбского района. Благодаря госпрограмме жилища еще одна семья смогла приобрести собственный дом. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля по роману Тургенева, прошла в Русдраме. Ежегодный фестиваль Амшен, организованный Советом армянской общины Абхазии, прошел в селе Пшап Кулрыбского района. Фестиваль посетили президент Аслан Бжания, члены правительства, депутаты парламента и наша съемочная группа. Репортаж Гугу Цевардания. Зажигательные танцы и песни, вкуснейшие блюда. Сегодня в селе Пшап большой праздник. Добро пожаловать на фестиваль амшенских армян. С большой радостью и гордостью амшенские армяне рассказывают о своих традициях, делятся историями своих семей и вкусно угощают. Это вот такие лепешки, они внутри с луком и рисом. Это вот с поколения в поколение передается. Мы называем его берег. Мы сегодня жарим национальное такое блюдо, барашку, а внутри она заправлена, по-русски это голубцы, по-армянски долма. Вот она, начинка долмы там полностью. Вот скоро вы увидите, как это будет выглядеть, когда мы ее будем снимать. Традиции наши, да. Такое на свадьбах делали раньше. Сохранять культурные ценности и передавать их из поколения в поколение на земле, которая стала для них вторым домом, амшенцам удается. Ведь когда-то после большой трагедии армян, перекочевавших из региона Амшен, что в Западной Армении, у себя в Апсны принял гостеприимный абхазский народ. Это кеменджа называется. Это еще наши деды, которые находились там, за морем, до переселения сюда. Придумали этот инструмент национальный. Ну и слава богу, сегодня, до сегодняшнего дня, точнее, мы не истратили умение играть на этом инструменте и стараемся вот на праздниках представлять музыку и танцы, которые именно под этот инструмент и играются. Сами амшенские армяне называют фестиваль праздником дружбы и единения. Ведь сюда приходят не только представители армянских общин из разных районов страны. Фестиваль стал частью жизни всего многонационального народа Абхазии. Абхазскую национальную кухню представила торгово-промышленная палата республики, русскую КСОРС. Постарались приготовить для вас нашу русскую кухню, разнообразить наш стол и представить вам для вашей оценки наши национальные блюда. Селедочка, картошечка, соленые огурчики, сало, а также горячительные напитки. На таком празднике впервые, конечно, замечательно. Народ очень добрый и погода нам благоволит. Мне кажется, это праздник такой, как дружба народов, когда вместе можем собраться и порадоваться. Праздник Амшен проходит вот уже 6 лет в разных районах Абхазии. На этот раз местом фестиваля стало село Пшап. Мероприятие посетил президент республики Аслан Бжания, спикер парламента Лаши Ашуба, секретарь Совета безопасности Рауль Глолуа, глава Кулрыбского района Саид Харазия, депутаты. В павильонах предлагали угоститься разнообразными блюдами. Звучали теплые слова поздравлений. Живите в мире, в дружбе. Всем вам благ. Спасибо. Спасибо вам большое. Недавно мы были на празднике Лахнашта. Это грандиозный праздник в Абхазии. Сегодня находимся на празднике Амшен. Армянская община – это неотъемлемая, очень красивая часть нашего народа Абхазии. Мы поддерживаем друг друга. И этот праздник, как это мне представляется, праздник не только для армян, но и для всех жителей Абхазии. Официальная часть мероприятия началась под абхазский государственный гимн. Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее.
жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны. В период Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу Абхазии, ставшей для них родным домом. Мужество и героизм бойцов батальона имени маршала Баграмяна служат примером преданности Родине. К сожалению, в этом году мы отмечаем праздник Амшен без основателя батальона, большого патриота Абхазии, соратника национального лидера Владислава Арзенба, героя Абхазии Альберта Тополяна. Фестиваль Амшен напоминает нам о том, что культура – это мощный объединяющий фактор. Сегодня мы видим не только песни и танцы, культурные артефакты и традиционные блюда, но прежде всего людей, тружеников села, бизнесменов, педагогов, общественных и культурных деятелей, которые ежедневно работают над сохранением этого наследия. Каждая национальность, каждый народ имеет свои традиции, свои особенности, которые делают его уникальным. Но именно это многообразие, собранное на одной земле, делает нашу страну сильнее и богаче. Руководство Абхазии делает все возможное, чтобы обеспечить мирную, безопасную, свободную от криминала и несправедливую жизнь гражданам. И наш курс остается прежним. Мы будем прилагать все усилия для развития Абхазии. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником урожая Амшен. С праздником присутствующих поздравили председатель армянской общины в Абхазии Галик Минасян, глава Гулрыбского района Саид Харази, председатель Координационного совета организации русских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и другие гости. Амшен – это настоящее богатство достижений и традиций армянского народа, абхазского гостеприимства и трудов тысяч граждан Республики Абхазии, занятых в области сельского хозяйства, народного ремесла и многих других полезных профессий. Как и в прошлые годы, это мероприятие собирает представителей армянской общины и многочисленных гостей со всей Абхазии и России. Главная цель праздника – возрождение и сохранение традиций амшенских армян в Абхазии. У наших древних народов долгая героическая история. Оба наших христианских народа прошли многовековой путь, насыщенный добрыми, трудными жизненными моментами. Если спросить любого жителя Абхазии, кто такие армяне, они ответят примерно так. Это веселые, это трудолюбивые, это жизнерадостные люди, которые держатся друг за друга и которые развивают страну. Спасибо вам, потомки Багдасара, Санасара, Мгера, Давида Сосунского. Спасибо вам за эти качества. Особенно хотел бы поблагодарить абхазский народ, который дает нам возможность сохранять наши традиции и передавать из поколения в поколение нашу культуру. Желаю всем собравшимся приятных впечатлений, позитивных эмоций. О нашей родине Абсны мира, процветания и единства. Всех с праздником! И табук дарза! Концертная программа фестиваля была насыщена яркими номерами и представлена абхазскими, армянскими, русскими песнями и танцами. Ежегодно фестиваль Амшен собирает тысячи человек со всех районов страны. Здесь можно спеть, танцевать, полакомиться вкуснейшими блюдами. Но самое важное – это общение, ведь главная задача этого фестиваля – межкультурный диалог. Гугу Савардания и Нал Гвинже, Абхазское телевидение.
Президент Аслан Бжания принял группу учителей Сухумской средней школы номер 2 имени Пушкина. Педагоги обратились к нему с просьбой помочь в решении проблем, возникших с получением заработной платы. Глава государства мгновенно отреагировал на обращение. Во встрече участвовали министр просвещения Иналгабли и глава администрации Сухума Беслан Эшпа. Учителя сообщили президенту, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме. Президент поручил министру просвещения и главе столицы разобраться в этом вопросе и в кратчайшие сроки доложить о решении проблемы. По словам Беслана Эшпа, в столице своевременно и в полном объеме начисляют заработную плату работникам сферы образования. Он заверил президента в том, что детально разберется с возникшей проблемой. В ресторане национальной кухни «Кавказ» по улице Акиртава в Сухуме ночью 5 ноября произошел пожар. На месте пожара работало 5 пожарных машин. К моменту приезда заведение было полностью охвачено огнем, и вся деревянная конструкция сгорела. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. В Абхазии впервые уничтожено крупное количество оборудования для добычи криптовалюты. 150 аппаратов, изъятых по решению Гудаутского районного суда. Запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен правительством республики в 2020 году и не раз продлевался. Конфискация осуществляется на основании решения суда. Данное имущество, вот вы можете обратить внимание, она идет по ликвидации. Это было в коллегиальной форме обсуждаемо между госстандартным и госкомитетом и службой судебных исполнителей. Но приняли с инициативы службы судебных исполнителей, что данное имущество будет уничтожено. Это такой крупный первый этап со стороны нашей службы был. И вот плодотворный характер имеет непосредственно, потому что данное имущество уже является не частная, а государственная собственность. А государственная – это ненужная собственность для государства. И мы, как, соответственно, коллегиальной форме приняли, что данное имущество подлежит уничтожению. Этот процесс как бы регулярно и систематически будет проходить. Общественная палата Республики Абхазия выражает крайнее возмущение актом осквернения памятника махаджирам, жертвам Кавказской войны XIX века. Абсолютно недопустимо какое-либо использование памятника в истории и культуры Абхазии в политическом контексте. Мы надеемся, что правоохранительные органы в самые короткие сроки выявят лиц, совершивших это преступление, и привлекут их к ответственности, говорится в заявлении палаты. 1 миллиард 76 миллионов рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в октябре при плане в 828 миллионов 989 тысяч рублей. Выполнение составило 130%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За 10 месяцев в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 5 миллиардов 277 тысяч рублей. План выполнен на 117%. Наивысшие показатели выполнения плана у Сухумского района – 180%. Делегация из Абхазии во главе с председателем ГТК Атаром Хетце приняла участие в ежегодном международном таможенном форуме, который проходил в Москве с 29 по 31 октября. Повестка форума включала в себя наиболее актуальные темы мировой торговли и таможенного регулирования, в том числе основные направления международного сотрудничества по линии борьбы с контрабандой наркотиков. На работе форума и ее итогах в материале Рады Чачава. Международный таможенный форум – масштабное событие, предоставляющее уникальную возможность представителям госвласти, таможенных служб и бизнеса собраться на одной площадке для активного обмена опытом, обсуждения новых инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования. Мероприятие, традиционно собирающее вместе делегации из десятков стран мира, проводится с 1999 года. В этом году на площадке международного форума встретились представители более 20 государств, в их числе свыше 150 иностранных делегаций и 4 международных организаций. Республику Абхазия на форуме представлял таможенный госкомитет во главе с председателем Атаром Хетце. Посещение данной площадки для нас это новые возможности узнать, какие технологии используются в работе таможенных органов и как это
использовать в работе в целом. Конечно, наша делегация, присутствуя здесь, получает соответствующие знания для того, чтобы мы в будущем претворяли все то, что мы здесь видим, слышим, в своей работе. Основные треки деловой программы форума были сформулированы с учетом ключевых тенденций из сферы таможенного администрирования и с учетом глобальных вызовов, которые преодолевает международная торговля в текущих условиях. Из года в год форум сопровождает яркая интерактивная экспозиция, на пространствах которой проходят выступления ведущих специалистов. Например, делегация из Абхазии приняла участие в работе круглого стола на тему «Институт происхождения товаров. Сопряжение интересов государства и бизнеса». Вопрос определения и контроля страны происхождения товаров, безусловно, актуален и для участников внешнеэкономической деятельности Абхазии в связи с действием между Россией и Абхазией соглашения о режиме торговли товарами, в соответствии с которым ввоз товаров российского происхождения освобожден от уплаты таможенной пошлины. В рамках круглого стола экспертами были озвучены возможные перспективы электронного обмена документов, в частности, сертификата происхождения товаров имеет перспективу получения в электронном виде, что упростит и ускорит процесс финансовых операций и таможенных операций в том числе. Также в рамках прошедшего форума абхазские делегаты приняли участие в круглом столе, посвященном международному таможенному сотрудничеству, как инструменту обеспечения соблюдения запретов и ограничений. Федеральная таможенная служба России проводит работу по развитию международного таможенного сотрудничества в сфере запретов и ограничений, по электронному обмену информацией с иностранными таможенными службами, сведениями о разрешении СТС для достижения упрощения и ускорения совершения внешнеторговых операций с объектами СТС. Реализация аналогичного механизма в работе таможенных органов Республики Абхазия, безусловно, станет положительным импульсом в вопросе ускорения осуществления таможенных операций. Отдельная панельная сессия была посвящена реализации поручения президента России, касающегося сокращения времени таможенного контроля на государственной границе. Представители Госкомитета Абхазии также поучаствовали в обширной работе сессии и выразили надежду, что скорейшая реализация подобной инициативы положительно скажется на совместной работе России и Абхазии. Таможенная служба России совместно с Минтрансом России и иными государственными контролирующими органами реализует комплекс мероприятий, направленных на сокращение времени организации таможенного контроля в пунктах пропуска до 10 минут. Данный план мероприятий включает в себя необходимость создания единой информационной платформы государственных контролирующих органов, ряд цифровых решений, а также вопросы улучшения инфраструктуры и обустройства автомобильных пунктов пропуска. Пленарное заседание, прошедшее в рамках форума, было посвящено тенденциям развития интеграционных процессов в таможенной сфере и адаптации внешней торговли в условиях существующих рисков и вызовов, странам БРИКС, новым возможностям и перспективам развития таможенного сотрудничества в условиях глобальных трансформаций. Участники поделились новыми возможностями, идеями по улучшению качества таможенного оформления и таможенного контроля, а также логистики и финансовых операций в таможенной сфере. Российские и зарубежные эксперты поделились собственным опытом в вопросах внедрения цифровых технологий в работу таможенных органов. Как отметили члены делегации, участие в подобном мероприятии положительно скажется на работе таможенного комитета страны. Рада Чачава, Абхазское телевидение. Благодаря госпрограмме «Жилище» еще одна семья смогла приобрести собственный дом. Мадина Кабба, молодая мама, получила сертификат на 900 тысяч рублей. И теперь постоянные переезды с одной съемной квартиры на другую остались позади. Все подробности в следующем материале. Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. Приоритет при рассмотрении заявлений отдается инвалидам первой группы, семьям с детьми-инвалидами, круглым сиротам и многодетным семьям. Мадина Кабба одна воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и приобретение собственной недвижимости стало для нее шагом в новую жизнь.
Я узнала от соседки, которая работает в соцобеспечении, сказала, что есть такая программа, что выделяют деньги. Так как у меня ребенок инвалид детства, и я подала документы, ждала где-то пару лет, и в прошлом году мне одобрили сертификат на 900 тысяч и приобрела себе эту квартиру. Я очень рада, что помогли мне приобрести жилье. Да, трудно сейчас жить в съемной квартире и при этом приобрести себе жилье своими силами. До получения сертификата Мадине вместе с ее ребенком приходилось снимать жилье на протяжении 5 лет. Как известно, найти квартиру на постоянной основе сложно, так как в летний сезон арендодатели предпочитают сдавать жилье туристам. Как признается Мадина Кабба, с появлением своего гнездышка жить стало намного легче. Хочу поблагодарить государство за такой проект. Такая программа нужна нашей республике, потому что очень много семей, которые годами снимают квартиры, и у них уже есть какая-то надежда, что государство обратит на них внимание, и со временем у них тоже будет жилье. Наконец-то у нас уже есть своя крыша над головой, не надо платить за аренду. Конечно, это тяжело. Думаешь, как собрать эти деньги, вовремя отдать, не подвести до арендодателя. Ну, когда есть своя, ты можешь спокойно, эти деньги, которые ты мог отдать арендодателю, ты можешь это вложить в свою квартиру. Или на здоровье, потратить эти деньги на здоровье своего ребенка. На данный момент семья занимается обустройством своей квартиры. Новый дом станет для них началом новой жизни, полной тепла и спокойствия. Государственная целевая программа жилища действует с 2021 года и направлена на обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан Абхазии. Программа охватывает многодетные семьи, инвалидов первой группы, семьи с детьми-инвалидами, а также другие уязвимые группы. За период с 2021 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей. Программа продолжает успешно функционировать, предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Ульяна Рожкова, Руслан Квициния, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятных монет Дмитрий Гулия и Сария Лакоба. Памятная монета Дмитрий Гулия выполнена из серебра 925 пробы с золочением. Номинал 50 апсар, тираж 100 штук. Памятная монета Сария Лакоба выполнена из серебра 925 пробы. Номинал 10 апсаров, тираж 200 штук. Художник обеих монет Батал Джапуа. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля по роману Тургенева «Отцы и дети», прошла в Русдраме. На вопросы журналистов ответили гендиректор театра Ираклий Хинтба, режиссер-постановщик Егор Равинский, художник-постановщик Евгений Терехов, исполнители ролей Евгения Базарова и Анны Одинцовой, Эмиль Петров и Ирина Делба. Репортаж Ульяны Рожковой. «Отцы и дети» – роман Ивана Тургенева, оказавший влияние не только на мировую литературу, но и на глобальные социальные процессы. Главный герой Евгений Базаров, молодой человек, отрицающий устои дворянского общества, стал символом своего времени, новым человеком, ставящим под сомнение сформированные десятилетиями общественные ценности. По словам гендиректора Русдрама Ираклия Хинтба, идея поставить спектакль именно по этому произведению Тургенева пришла в процессе общения с режиссером Егором Равинским, который очень подробно работает с классическим материалом. Он умеет находить в нем смыслы, актуальные и в наше время. Каждому зрителю будет интересно увидеть в этой истории что-то свое. И спектакль, мне кажется, получается для нашего театра необычным. Это новая такая тоже новая некая страница в биографии творческой нашего театра. Мы не повторяем себя. Тут и другой способ существования актеров, тут и другой тип театра. Театр без яркого, такого открытого темперамента эмоционального и в то же время очень достоверное существование актерское, правдивое, вот то, что называется живым существованием, настоящим существованием на сцене.
Работа над спектаклем началась 10 сентября, и по словам режиссера-постановщика Егора Равинского, только сейчас становится понятно, чем спектакль заинтересует зрителя. Речь тут не о том, что отцы и сыновья не понимают друг друга. И те, и другие смотрят в наступающее будущее, которое сулит перемены и движение тектонических плит общества. Вот только каждый в меру своего жизненного опыта или его отсутствия видит это будущее по-разному. Как преодолеть вот это состояние, когда тебе все кажется пеплом, все ценности, природа, музыка, идеи, и как обратно вернуться в состояние обывателя, прорваться к радости жизни. Вот, мне кажется, это основная тема, вот для меня лично, самая острая в этом произведении. Тема нигилизма и поиска человека, жизни в жизни. Главные роли Анну Одинцову и знаменитого Базарова исполняют Ирина Делба и Эмиль Петров. Бессонные ночи, постоянный творческий поиск, разговоры с режиссером – это все кропотливая работа. Сами актеры признаются, что именно этот спектакль стал для них одним из самых сложных за весь творческий путь. В спектакле каждый зритель найдет что-то свое, так как тема отцов и детей остается всегда актуальной. Один из самых нервных выпусков, наверное, самый в театре, потому что я не могу вспомнить, чтобы меня вот так вот трясло, а тут вот так получилось. Наверное, потому что есть вещи, к которым я привыкла, а это совершенно противоположные вещи, что здесь сейчас происходит. И это очень интересно. Это такой театр, такой он становится такой нежный, глубокий, мыслящий, думающий. Это тот, который я очень люблю, и тут я в нем. Вот я вот такого формата театр просто обожаю. Что касаемо Базарова, это вообще, я уже привык говорить это в интервью, надо мной тут экспериментируют, это роль на сопротивление. Спасибо большое генеральному директору. Но благодаря таким ролям, мне кажется, когда тебе очень сложно дается, в этом-то и есть весь рост. В этом и есть наша, наверное, наша деятельность. Премьерные показы спектакля «Отцы и дети» состоятся 8 и 9 ноября. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. 6 ноября с полуночи до 20 часов в части Сухума не будет воды. Как сообщает столичный водоканал, отключение связано с профилактическими работами на насосных станциях. Воды не будет на Кадорском шоссе, Турбазе, по улицам братьев Зантария, Апсильская, Чанба, в селах Дзукта, Баслата. Проблемы энергетической отрасли страны обсудили в программе «Аргама». Тема эфира – «Абхазская энергетика. Текущая ситуация и возможности реновации». На вопросы ведущих отвечает министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Смотрите сразу после выпуска новостей. А сейчас о погоде. В среду 6 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.